Наконец-то стало известно, кто же все-таки будет строить АЭС в Казахстане. Согласования шли долго, и все же глава консорциума выбран. Им стал Росатом. Почему именно он, в чем плюсы и минусы, и кто вообще будет владеть атомной станцией? Обо всем этом сегодня и поговорим. Это «Прямо по Кунаева», и мы начинаем. После принятия решения по строительству АЭС рассматривалось множество кандидатов. На последнем этапе в так называемый шорт-лист потенциальных вендоров вошли Росатом, Россия, China National Nuclear Corporation, Китай, Electricité de France, Франция и Korea Hydro and Nuclear Power, Южная Корея. И вот в эту субботу агентство по атомной энергии Казахстана официально объявило, кто будет генеральным подрядчиком по строительству первой крупной АЭС в стране. Выбор пал на Росатом. Все компании, которые претендовали на статус генподрядчика, обладают необходимыми технологиями. Но у Росатома оказалось больше опыта в строительстве атомных станций. Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя в том числе данные по ориентировочной стоимости строительства, срокам реализации проекта, модели привлечения финансирования, подходам к локализации оборудования и строительных работ, предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала, возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле, вопросы социальных обязательств. Итоги анализа были представлены на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая и определила наиболее оптимальное и выгодное предложение. Напомню, что в феврале этого года официально утвердили место строительства АЭС. Это село Улькен в Жамбыльском районе Алматинской области. После оглашения результатов с заявлением выступил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он сообщил, что атомную электростанцию в Казахстане построят на российских технологиях. Они лежат в основе проекта. Это будет одна из самых современных АЭС в мире с реакторами нового поколения ВВР-1200. В них, как уверяют в Росатоме, используются проверенные временем инженерные решения, новейшие системы активной и пассивной защиты, и они разработаны в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. Добавим, что ВВР – это водно-водяной энергетический реактор. Он может работать не менее 60 лет. Позже агентство по атомной энергии представило комментарий главы агентства Алмасадама Саткалиева. В нем говорится: собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Единоличным собственником первой АЭС Казахстан станет сразу после завершения ее строительства. Исходя из комментария, привлечение казахстанских специалистов для обеспечения независимой и эффективной работы АЭС было одним из ключевых условий конкурсного отбора. Вместе с тем Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане планируют построить еще одну атомную электростанцию. И главным партнером по проекту станет китайская государственная корпорация CNNC. Более подробно мы решили обсудить этот вопрос со специалистом. Сегодня в нашей студии известный аналитик Олжас Байдельдинов. Олжас, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, и главный вопрос, который интересует, наверное, большинство казахстанцев, почему все-таки Росатом? Ну, я бы для начала, наверное, поздравил вообще Казахстан с выбором вендора, Росатом, коллектив и руководство с этой победой, но все-таки я думаю, что акцент не на том, кто строит, акцент должен быть на том, что мы наконец-то начали это реализовывать, потому что и в периметре стран, и в странах, которые там более-менее сопоставимы с нашей экономикой, эти решения о строительстве атомной станции были приняты в конце 2010-х. Это Беларусь, к примеру, они уже построили атомную станцию на 2 реактора, это Турция, которая сейчас завершает строительство, они тоже в конце 2010-х приняли решение. Это Эмираты, в 2009 году они создали компанию, в 2020 году они ввели АЭС на 4 энергоблока, большую станцию, она причем в том числе опресняет воду для Эмиратов. И это решение, оно уже давно назрело. Мы очень долго оттягивали это время, мы столкнулись с дефицитом электроэнергии, и после того, как уже поняли, что в целом никаких вариантов других, кроме атома, нет, только после этого более-менее как-то начали созревать именно страной, обществом к тому, что это нужно. А почему все-таки
все-таки оттягивали? Вот я даже слышала, что в Узбекистане начали строить или хотят начать, и вроде как построить быстрее, чем в Казахстане. Почему такое долгое время оттягивали? Да, я думаю, что в Узбекистане построят АЭС быстрее, как бы это ни звучало провокационно. Узбекистан изначально с Росатомом договорился о строительстве 6 малых реакторов. Вот буквально на днях до объявления наших итогов они переформатировали сотрудничество с Росатомом, они будут строить одну большую станцию на 2 энергоблока и вот эти 6 малых реакторов. Плюс Кыргызстан с Росатомом также строит там малый реактор, ну может 1-2. В целом в регионе это решение также назрело. У нас, наверное, есть какая-то такая, ну не знаю, миф, может быть, или какой-то устоявшийся, да, там какая-то картинка в голове о том, что Центральная Азия это вот что-то такое там никому не интересное, да. На самом деле сейчас в Центральной Азии проживает 81, примерно 82 миллиона человек. По прогнозам к 40-45 году здесь будет проживать 100 миллионов человек. Вы представьте, сколько электроэнергии, да, там, ну, необходимо, чтобы обеспечить, тем более это промышленность и так далее. Тем более наш глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поставил задачу увеличить ВВП в 2 раза. Для всего этого нужна энергия, и ее сейчас в Казахстане нет. Вот не все понимают, и мы не осознаем тот дефицит электроэнергии, который у нас есть. Вот вы 90-е, наверное, точно не помните, вы, наверное, тогда были совсем юны или, может быть, позже родились. Нет, но в 90-х были веерные отключения. Мы шли к окнам и смотрели, у кого еще отключили свет. Вот если у соседей отключили, как у нас, то не обидно. Если у нас отключили, а у соседей еще горит, ну как-то обидно было. Вот. Поверьте, я из семьи, у нас был маленький аккумулятор, от которого работала лампочка и телевизор. Я это все прожила. Вот видите, да. И на самом деле, если бы сейчас Россия не продавала бы нам электроэнергию, и страны, которые граничат с нами на юге, у нас была бы такая же ситуация. Я эту фразу всегда повторяю. У нас 2,2 гигаватта электроэнергии мощности был дефицит в декабре прошлого года. Это пик, который приходился. Ну, то есть где-то больше, где-то меньше. 2,2 гигаватта это одна атомная станция с 2 реакторами. Вот атомная станция, если ВВР 1200 брать, российский вариант, это примерно 2,4 гигаватта мощности. Вот представьте, что у нас в декабре уже был дефицит на эту атомную станцию. Если бы нам не продавали эту электроэнергию Россия, либо, например, мы по каким-то причинам не могли бы покупать, ну, не знаю, там сломалось что-то, да, еще света что-то. не было бы. 2 часа всей страной каждый день мы сидели бы без света. Вот такой дефицит электроэнергии в Казахстане. Так вот почему дефицит уже есть, как бы он уже пришел, и только-только мы пришли к тому, что АЭС нужно строить. Допустим, Эмираты уже построили, там, другие страны, там, та же Беларусь уже построила. Почему мы так долго шли к этому решению? Инесса, это не ко мне вопрос. Ну, вот я как мнению. эксперт уже давно говорю, я где-то с 17-18 годов говорю, нам 3 атомные станции нужно, причем их можно строить параллельно. Они очень легко ложатся в нашу энергосистему. Одна на северо-востоке, одна на юге, которая сейчас, да, в повестке, и одна на западе. Вот релиз агентства по атомной энергии звучал, что первую атомную станцию будет строить Росатом, там, ну и так далее, да, то есть выбран лидер консорциума. Не совсем согласен с такой формулировкой. У нас атомные станции в Казахстане уже давно есть. У нас есть исследовательский атомный реактор в Алмате, он до сих пор действует, алматинцы об этом даже не знают. Они очень странные, выходят там, призывают там провести какой-то нет атому, что-то еще. У них уже давно в Алмате есть этот исследовательский реактор, 5 мегаватт. Он небольшой, понятно, но для исследовательских целей. Затем в Курчатове есть атомные объекты, и была действующая, ну, запущенная прям промышленной эксплуатации, это ВАКТАУ БН-350 на быстрых нейронах, это установка 350 мегаватт, она примерно треть мощности давала на тепловую энергию, треть на электро, треть на опреснение воды. Вот в те годы, если вы вспомните, АКТАУ там как раз там развивался, да, это 78-й год, по-моему, энергией, теплом и водой питьевой обеспечивал именно вот этот энергокомбинат, скажем так. Ну, МАЭК он назывался. То есть это вы к тому, что у нас уже есть, это не так страшно, да. Ничем страшным это не грозит, но все-таки народ боится. Да, да. Именно это я и говорил, когда вот были многочисленные, ну, помните, там, дебаты, баталии и так далее. Все говорят, вот сейчас там наш Балхаш загрязнят, что-то еще. Слушайте, в АКТАУ эта станция работала там почти 30 лет, никто ничего не возмущался, и все были рады. Ну, есть опыт, причем технологии, естественно, за это время шагнули уже далеко вперед. Никаких рисков здесь нет, я думаю. Ну, для экосистемы не будет никаких рисков? Нет, никаких рисков нету. Я был в Белоруссии, вот эту атомную станцию строил Росатом, она сейчас в управлении белорусов, они это прям всегда подчеркивают, говорят, да, нам Росатом построил, мы с ним сотрудничаем, но эта станция наша. Она на 2 энергоблока, они порядка 30-35% закрывают сейчас потребности электроэнергии. Абсолютно зеленый участок, там не так много воды, кстати, речка там есть, но она там далеко, на О как-то называется, я забыл, что-то вроде там Одинцово, я не помню, что такое.
Поселок вот этот атомный, который, там вся инфраструктура, бассейны, люди могут ходить там заниматься и так далее. Мощный драйвер для экономики был. И вот задумайтесь сейчас, ну, я думаю, у вас зрители такие есть и потребители электроэнергии, и предприниматели. Вот просто задумайтесь, что Белоруссия, во-первых, заместила вот эту проблему с российским газом. Вы помните, у них ежегодно были проблемы по поводу торгов и так далее. То есть они заместили газовую генерацию атомной. Во-вторых, они ввели тарифы для промышленных предприятий. Чем больше вы потребляете, тем меньше у вас тариф. У нас в Казахстане это покажется вообще нонсенсом, потому что обычно юрлицы у нас платят, во-первых, дороже, во-вторых, вообще и в целом дефицит, невозможно подключиться, то есть мощности нету для этого. Вот у меня в Кащах был коттедж, я хотел подсоединить трехфазку, чтобы какие-то там, не знаю, ну, не знаю, условно каким-то там МСБ заниматься. Разрешения на трехфазку нет, потому что мощности нет вообще в целом, то есть нет запаса. А экономика, она должна развиваться всегда с запасом инфраструктуры, то есть свет, газ, вода и так далее, они должны расти опережающими темпами, чтобы всегда был запас. Мы вот это в последние годы утеряли. В том числе это, наверное, определенный был вызов, потому что президент, вы помните, после СВО поручал релоцировать там более 200 предприятий российских в Казахстан, но эта задача не была выполнена. В том числе, я думаю, потому что у нас не было элементарной электроэнергии, да, там природного газа и так далее. Это большая проблема. Мы ее на уровне общества не осознаем. Нам нужно вот месяц прям походить вот с этим дефицитом, да, чтобы понять, что это очень... Прочувствовать. Это очень большая проблема, причем пик, он приходится ведь на вечернее время, то есть, ну, все люди возвращаются домой, я не знаю, кто-то там что-то заряжает и так далее, и вот примерно там с 6 до 8 это тот пик, который наша энергосистема не может обеспечить. Вот мы приходили бы домой и просто поднимались бы пешком на свой этаж, потому что лифты не работали бы. Горячей холодной воды не было бы, потому что она работает, ну, от электронасосов, да, все понимают. Отопление. Отопление, естественно, то, что, ну, то есть, даже если вы греете воду, ее все равно нужно чем-то гонять, насосы для этого нужны. И без этого всего мы посидели неделю, я думаю, что потом люди сами поняли бы и сказали, ой, нам, оказывается, атомная станция нужна. Я поэтому даже шутку предлагал. Ну, вы знаете, Байдельдинов особо не церемонится с предложением. Те, кто против АЭС, ну, сидите без света, пожалуйста. Хотите обеспечивать себя ВИА, ну, поставьте себе солнечные панели и попробуйте с ними прожить. Я вот скажу, в коттедж, это в 2020 году я строил, я ради интереса спрашивал и изучал предложение поставить солнечные панели на крышу. Это предложение минимальное на мощность моего дома вместе с накопителем небольшим, то есть аккумулятором, стоило порядка 10 тысяч долларов. На эти 10 тысяч долларов я могу порядка 15 лет покупать электроэнергию по обычным ценам, которые есть. Никакого смысла в этом нету. ВИА это вообще просто миф, который развитые страны придумали. Да, у них это выгодно. Когда люди говорят, а вот в Европе все живут на ВИА. Окей, супер. В Германии сейчас тариф на электроэнергию 240 тенге за киловатт-час. В 12 раз больше, чем у нас. Это означает, что если, ну, вот, мы в квартире платим, допустим, 5 тысяч за электроэнергию сейчас, да, в Германии платят 60 тысяч. Ну, хотите вот так жить? Ну, давайте. Но здесь нужно понимать, что им это выгодно, потому что у них дорогие энергоносители в целом. А мы в другой ситуации, у нас есть, там, не знаю, хвала Всевышнему, есть уголь, есть другие энергоносители, мы ими можем себя спокойно обеспечивать. Но вот эта вся глобальная повестка, она говорит о том, что уголь под запретом, природного газа у нас нет, мы импортируем природный газ, мы еще и хотим обеспечивать север и восток за счет российского газа. Ну, понятно, что там нефтью, нефтепродуктами особо сыт не будешь, потому что это и дорогой вид энергии, и его тоже не хватает. Остается только уран. Только атомной станции, причем я всегда называю ситуацию как сапожник без сапог. Мы занимаем первое место в мире по добыче, второе место в мире по запасам, и при этом мы не имеем своей атомной станции. Это сапожник без сапог. Не может быть других вариантов, кроме, опять-таки, атом плюс уголь. То есть от угля мы в любом случае не уйдем, хотя говорят во всем мире, что это не экологично, там китайцы, французы же даже не строят, не берутся за стройку, да, таких ТЭЦ, которые на угле. Вот эти ТЭЦ, 3 ТЭЦ, которые в Казахстане объявили, там Семей, какие еще города, по-моему, Кучтау, Усть-Каменогорск, если не ошибаюсь, да? В этих городах объявляли 2 раза тендер на строительство угольной ТЭЦ. Никто, кроме российской компании, вообще не откликнулся. Ни китайские компании, ни европейские, потому что здесь нужно понимать, у нас своих денег же для строительства нет, эти 3 ТЭЦ это порядка 2-2,5 миллиарда долларов, ну, навскидку там ценник. То есть
вы должны будете где-то эти деньги привлечь, чтобы построить. А никто из финансовых институтов, в том числе, наверное, и даже казахстанских банков, не даст финансирование на уголь, потому что это считается грязным источником энергии. Но от угля мы не откажемся. Уголь, я всегда говорю, это энергия будущего. Как бы это там парадоксально не звучало, у нас запасов нефти примерно на 40 лет до полного истощения. Но это то, что есть там доказанные запасы. По сути, я говорю, что меньше. Ну, помните, я говорю, что у нас практически нефть уже закончилась. Где-то после 30-х годов мы начнем падать. К 40-му году у нас, наверное, не останется рентабельных запасов, которые можно будет добывать при текущих ценах. Природного газа у нас никогда много не было. Мы абсолютно не газовая держава. Мы по запасам где-то на 30-м месте. Газ у нас тоже где-то там лет 10-20 еще будет. Уран у нас по запасам где-то в 60-х, 70-х годах закончится. То есть здесь нужно иметь, что мы еще иметь в виду, что мы для атомной станции своей, вероятнее всего, еще будем покупать уран у других стран. Да. А угля у нас по запасам на 300 лет. По извлекаемым запасам геологическим у нас там порядка 600 лет. Я говорю, что у нас в мире, не у нас, а в мире пройдет зомби-апокалипсис, там, может быть, ядерная катастрофа, там, я не знаю, пришельцы прилетят, что-то еще. 300 лет пройдет, у нас все равно уголь останется, и нам его хватит вообще на все. Поэтому нам нужно работать с углем. Это не какая-то проблема в плане того, что он грязный и дает выхлопы. В мире все эти технологии есть, у Китая эти технологии есть, это чистый уголь, то есть ставятся системы улавливания, пропускается через воду, и стоит ТЭЦ, которая в городе, там, ну, я не знаю, условно говоря, как там сигарета, может быть, дым дает, и все, больше от нее ничего нет. На выходе зола используется для экологически чистых материалов, газоблоки из нее делают, в дороге применяют, у нас сейчас тоже для дорог стали применять, там немного это усилий для этого нужно. Плюс из золы извлекают золото, редкоземельный металл, потому что это такая же горная порода, и там, ну, 0,0000001% есть там, условно говоря, золото. Китай это все научился делать, все это они делают. Вопрос в том, что для этого нужны деньги. Если мы хотим чистый уголь, мы должны заплатить сами, а у нас, ну, понимаете, в бюджете на фонде денег нет. И плюс это дорогая технология. Это сопоставимо, а может быть даже выше, чем стоимость электроэнергии на атоме. Так, хорошо, вернемся к АЭС. Да, почему все-таки Росатом? Потому что в комментариях очень много было негатива выступлено, что вот Россия, сейчас на фоне вот этих вот политических, военных каких-то моментов, конечно, я так думаю, этот негатив. Вот Россия придет, построит, все заберет, мы будем опять же у них покупать, они будут на нас деньги делать, ну, грубо говоря, вот очень много таких комментариев. Так почему все-таки Россия? И почему для Казахстана это хорошо, что именно Россия? Говорят, чем моложе человек, тем больше плохого ему сделал Советский Союз. Но Росатом воспринимается, и это, кстати, депутаты некоторые парламенты говорят, что вот это технологии 60-х годов СССР. Да? А Росатом сейчас это такая глобальная госкорпорация, более 400 тысяч сотрудников у нее работает в мире. Они строят и проектируют сейчас в 10 странах мира. 90% зарубежных проектов, которые есть в мире не в своих странах, это строит Росатом. Это глобальная корпорация. Нужно понимать, что мы говорим там, вот французы было бы классно, если бы нам построили. Французы последние годы не строили ничего. У них там станция, которую они уже, там, не знаю, 20 лет строят, и она там больше 20 миллиардов долларов у нее ценник. Американцы эти технологии утратили, потому что они в какое-то время, так же, как и Германия, кстати, они в какой-то момент эти технологии утратили, сейчас им нужно восстанавливать. В мире сейчас кто строит? Это Россия и Китай. Китай, причем у него зарубежный опыт не такой большой. То есть они в Пакистане строили АЭС, затем в Латинской Америке, они в Аргентине, если не ошибаюсь, хотели один реактор построить, но сейчас он просто на стадии, по-моему, там просто подписано, ничего не делается. Росатом — это та компания, которая обладает референтным опытом. Они знают, как строить в зарубежных странах, у них есть большой опыт. Это реакторы поколения 3+, это самые новые реакторы, которые есть, ну это ВВР-1200, о котором мы говорим. Плюс нужно понимать, у нас есть общая среда, в том числе научная, образовательная. Много казахстанцев работает на проектах Росатома. Вот мы я бываю на конференциях по атомной промышленности. Подходят казахи, казахстанцы, они говорят, а мы там-то работаем. Вот я говорю, а где это? Они говорят, ну это там дочка того-то, того-то, это там Росатом. И у нас, если не ошибаюсь, это около 10 тысяч казахстанцев в целом на проектах работают. То есть это не просто там строительный персонал, это высокотехнологичный персонал. У нас много студентов готовят в этой сфере. И опять-таки есть языковая среда раз, есть большой опыт, потому что мы работаем с Росатомом в плане там обогащения топлива там, и так далее. Плюс Росатом предложит, ну это уже официально подтверждено, самые оптимальные решения, да, то есть по стоимости, по срокам строительства. И в принципе Алмасадам Майданович ответил, что эта станция будет казахстанская, то есть она не будет принадлежать российской компании. Давайте поподробнее вот по поводу стоимости и по поводу, как это все будет работать, кому она будет принадлежать, в какой момент и как Казахстан будет возвращать деньги потом. Вообще есть ТО КС, у нее очень хорошее название.
Это название звучит так. Казахстанские атомные электрические станции. То есть изначально подразумевается, что их должно быть несколько. Это ТО на 100% принадлежит Самрук-Казна, это дочерняя компания, ну, то есть это государственная компания. Много вариаций может быть при строительстве АЭС. То есть это могло бы быть СП. То есть, например, какая-то часть была бы у Казахстана, какая-то у России, за счет тарифа закрывали бы какие-то инвестиции. Может быть схема Build, Own, Operate, то есть строй, владей, оперируй. Когда Росатом или, например, какая-то другая компания китайская строит эту атомную станцию, сама же ей владеет, сама оперирует, за счет тарифа отбивает деньги. Вот у народа это максимальный негатив вызывает. Вот именно такая вот схема. Везде есть свои плюсы и минусы. Да. Ну, Алмасадам Майдан сказал, что эта станция будет в казахстанской собственности. То есть очевидно, что Росатом будет партнер, станция будет принадлежать Казахстану. Здесь, наверное, все вот эти риски и негативные комментарии, наверное, чтобы снять, подчеркнем еще раз. И очевидно, что определенный кредит, который будет, он просто будет погашаться за счет тарифа. При этом у нас, как вы знаете, есть еще единый оператор, который покупает электроэнергию и размазывает по системе. Да, вот это. То есть очевидно, что этот рост, когда, ну, рост тарифа, когда атомную станцию достроят, он будет, наверное, более-менее каким-то сглаженным. У нас большой задел есть в энергосбережении. По сути, если мы научимся сберегать электроэнергию, мы, возможно, вот этот дефицит электроэнергии перекрыли бы. Да, может быть, но это надо считать. Это есть такое выражение, но нужно понимать, что у нас где-то 65% это промышленность, 35% это население. И, ну, плюс там потери в сетях еще есть. Да? То есть это нужно считать. Но в любом случае тарифы будут выше, вне зависимости, атом это или какая-то другая генерация, Росатом это или кто-то еще. И у Росатома есть определенные конкурентные преимущества, так же, как и у китайской компании, я об этом писал. Вот смотрите, предположим, корейцы или французы пришли строить АЭС, и они строят ее. Вот скажите, французам или корейцам интересен тариф в тенге? Ну, нет, конечно. Да, конечно, нет. То есть мы знаем, что тенге каждые там 3-4 года падает, иногда плавная девальвация, иногда там одномоментная. А для России тогда есть какой-то интерес? А Россия может дать финансирование в рублях. Если они дадут финансирование в рублях, плюс-минус и рубль, и тенге, они примерно там на одном уровне держатся там по отношению к доллару. То есть у нас более-менее какая-то социалка здесь может быть. Китай тоже на это может пойти, потому что для Китая, наверное, это больше такой политический проект, чем экономический. Вот у Росатома наоборот, это больше экономика. Да. В принципе, мы можем строить 2 атомные станции одновременно. Нам вообще 3 АЭС нужно по дефициту, по предстоящему дефициту. Вот давайте в этом вопросе поподробнее. Какая стоимость будет у этой электростанции? Как и долго Казахстан будет возвращать деньги, и насколько реально строительство вот потом 2 и 3? Да, я читала, что вы говорили. Очень долго мы будем эти деньги возвращать, надо это сразу понимать. Вот смотрите, в США Трамп подписал указ о возрождении атомной энергии, я об этом писал. Они со 100 гигаватт планируют увеличить мощности до 400 гигаватт, 4 раза увеличить. У нас, для понимания, вся энергосистема Казахстана это примерно там 20-25 гигаватт мощности. То есть они за это время, до 50-го года, построят там примерно там 12-16 всех Казахстанов по энергомощности, причем на атоме. Они понимают, что искусственный интеллект, там, электрификация всего, она требует электроэнергии и делают ставку на атом. Это разумно в их условиях. Но тот разговор, который идет там, то, что будет строить Westinghouse, это там американская компания, ну она там смешанная, уж канадская, там много технологий, их ориентировочная стоимость одного реактора $7,5 миллиарда. То есть они примерно предполагают, что $75 миллиардов будет стоить проект инвестиций для вот этих 10 реакторов, о которых говорят сейчас. Россия строила в Турции 4 реактора, и примерная стоимость, ну они же начинали еще по тому курсу и по тем ценам мировым, да, это давно было, примерно $25 миллиардов за 4 реактора. Ну то есть это получается где-то тоже примерно там 5,6 миллиардов за каждый реактор, плюс там удорожание. Эмираты, они построили 4 реактора, примерно тоже там 20-25 миллиардов долларов общий ценник был. То есть нужно понимать, что один реактор в мире это примерно 7-10 миллиардов долларов в зависимости от того, где эта станция, какие условия там и так далее. Дешевле этого не будет. Вот в прошлом году был очень такой большой хейт по поводу того, что Китай сказал, что мы за там 5-6 миллиардов строим 2 реактора, да, помните, вот там все гудели, да, сказали, сейчас мы весь Казахстан атомными станциями застроим. Они сказали, потом сами сказали, что это мы строим в Китае. А здесь еще логистика добавляется? Здесь логистика, видите, вот когда вы строите в своей стране, тем более в рамках, допустим, такой административной системы, как Китай, да, вы что-то можете делать в убыток, что-то можете перекладывать на другие вещи, плюс нужно понимать, когда вы строите, ну, условно говоря, 1 реактор или 40 реакторов, это разная себестоимость, да, они строят гораздо, в больших объемах. И, естественно, для себя они строят дешевле.
какие-то научные кадры, исследования, они же не включают, допустим, в этот ценник. За рубежом любой реактор это 7-10 миллиардов долларов. Если мы сейчас говорим, что у нас будет атомная станция на 2 реактора, это минимум 15 миллиардов долларов. Максимум может быть 20, может быть больше. Почему? Потому что никто сейчас, и вообще ни один здравомыслящий, ни инвестор, ни человек не даст гарантию того, что через 10 лет, когда будет построена атомная станция, какие цены вообще будут в мире. Ну, я не знаю, там, металл может исчезнет, ну я гипотетически говорю, да, или там, как сейчас с Ираном, да, какая-то вещь там случается с какими-то странами, которые добывают там металл, там, не знаю, какие-то строительные материалы, технологии, что-то еще, естественно, это все будет гораздо дороже. Поэтому эта станция дешевой не будет. Но, с другой стороны, нужно смотреть, давайте у вас впервые на программе это озвучу, рынок АЭС в Центральной Азии это 50 миллиардов долларов вот прямо сейчас. То есть мы говорим, 2 станции в Казахстане это примерно 30, Узбекистан большую станцию строит тоже порядка 15 миллиардов, и малые АЭС в Кыргызстане и Узбекистане. 50 ярдов это колоссальная сумма. Это возможности для наших строителей, для наших поставщиков, для оборудования, для научных кадров. Это рынок, который мы должны освоить. Я вот в поздравлении в телеграм-канале пожелал, чтобы Казахстан первый построил вообще атомную станцию в Центральной Азии, потому что это все-таки вызов, да, по сравнению с другими странами. И более того, мы должны освоить вот этот весь цикл по стройке, по обслуживанию дальнейшему и так далее, потому что это большой рынок. Мир вообще идет в сторону атома, он будет развиваться в этой сфере, это неминуемо. И вот, кстати, по поводу ценника, опять-таки вопрос в том, в какой валюте это будет профинансировано. Если это будет финансирование в рублях, для нас в целом это норм, потому что рубль, он иногда, там, вы знаете, укрепляется, иногда, да, естественно, падает, ну и тенге за ним идет. Если это будет твердая валюта в виде, там, допустим, долларов, евро, это плохо для нас, потому что тогда, ну, условно, прошла девальвация, на следующий день тариф для нас будет дороже. Но пока еще неизвестно, да? Пока это неизвестно, какие-то параметры неизвестны. Я думаю, что в целом это было довольно неожиданное решение, потому что для таких решений, как правило, ну, это происходит во время каких-то визитов, чтобы были подписаны документы. А сейчас в Казахстане никого не было, ни российской стороны, ни китайской стороны. Казахстан просто на выходных взял, всех ошарашил, сказал, мы выбрали лидером консорциума Россию, а потом вечером Алам-Садам Майданович дал еще интервью и сказали, что вторую станцию мы будем строить с Китаем. Ну, вероятнее всего. Да, но это еще не точно. Ну, почему все-таки, если с Росатомом все так хорошо для нас, почему все-таки вторую китайцы? Ну, это, наверное, больше геополитика и многовекторность. Потом, с точки зрения конкуренции, это тоже хорошо. Есть такая шутка, когда жена в семье одна, она вырастает эгоисткой. Но, видите, если есть разные технологии, есть разные подходы. Вы всегда можете освоить технологии, которые есть у разных стран. Это же хорошо, это же отлично. Ну, то есть, там, я не знаю, если у вас зрители, которые играют в стратегии, вы знаете, что одна какая-нибудь там раса, у нее есть какие-то конкуренты преимущества. Но если вы замиксовали несколько технологий с разных рас, да, там захватили здание, то это гораздо круче. У нас, в принципе, может получиться то же самое. То есть мы можем освоить в какой-то степени технологии, там, допустим, и России, и Китая. Это очень круто. Вот и для кадров, и для промышленности. С финансовой точки, как все-таки Казахстан, это тоже переживание многих комментаторов, как Казахстан будет возвращать деньги, даже вот вы говорите, после одной атомной электростанции мы будем очень долго рассчитываться. А если мы вторую и третью, насколько это реально, что Казахстан потом рассчитается и не останется в долгах, без денег? А какой выбор еще, Инесса? Покупать все время у России? Мы не сможем это. Во-первых, нужно понимать, что у России тоже есть какая-то своя внутренняя повестка, да. У них это, мы сейчас опять-таки бездефицитно живем, потому что у них есть профицит мощности. Это, я не знаю, какая-то череда просто, ну, не случайных, может быть, ну, череда вообще какого-то везения для Казахстана, что у нас есть такой сосед, что мы с ним хорошо сотрудничаем, что у наших глав государств хорошие взаимоотношения, и у них есть профицит электроэнергии. То есть, если бы у них не было этого профицита в плане мощностей, и какие бы у нас отношения с ними не были, какие бы мы цены не предлагали, они бы нам не продали. Мы бы опять-таки сидели в дефиците. Китай нам это поставлять не может, потому что, во-первых, посмотрите на карту, ну, если даже кто-то летал там рейсом Алматы-Урумчи, вы знаете, мы над горами летим. Какая там может быть передача электроэнергии, там люди пройти не могут, то есть это даже не построить невозможно, мы из Китая питаться не можем. У нас вся энергосистема, допустим, южная, она на соседние страны также завязана, ну, там, южное энергокольцо, скажем так, да. То есть мы в любом случае эту электроэнергию у них покупаем. Это хорошо, что у нас есть там такие взаимоотношения и промышленная какая-то, да, там кооперация. Мы обогащаем топливо в России, ну, может быть, частично еще в Китае. Вот, кстати, это большой тоже вопрос. Все говорят, давайте мы будем обогащать уран. Есть такая, да, чтобы не покупать. Ну да, есть такая шутка, хочу быть как уран, чтобы меня все обогащали.
Нужно понимать, вот то, что сейчас в Иране происходит, вот буквально там на выходных, да, началось, это из-за программы обогащения урана, потому что, помните, фильм «Оппенгеймер», да, они в стаканчик складывают, вот сколько они урана обогатили, и вот для атомной бомбы им вот этот там бокал, фужер, его вот хватает. То есть это военные технологии. Ни одна страна в мире не допустит, чтобы у Казахстана были технологии обогащения урана, потому что это уже стратегически опасно. Это стратегически опасно, это большой вызов для соседних стран. Ну и плюс, опять-таки, там это нацеленность всех, там, не знаю, террористических организаций и так далее, на то, чтобы похитить эти технологии там, и так далее. То есть мы уран обогащать никогда не сможем. Сколько бы мы денег в это не вложили, даже если гипотетически у нас нашлось, там, я не знаю, 20 миллиардов долларов на 20-летнюю программу по созданию вот, обогащения урана системы, да, мы бы это не смогли сделать, нам просто бы это не разрешили. У нас бы здесь, я не знаю, какая-то боевая операция была бы, там, НАТО или какой-нибудь, там, не знаю, под эгидой МАГАТЭ высадились бы сюда и тоже разбомбили, как вот сейчас в Иране происходит. Это нужно понимать определенно, как бы это плохо ни звучало, нужно понимать место Казахстана в мире. Мы не страна, мы не ядерная держава, мы не в Совете Безопасности ООН. Мы в любом случае будем добывать уран как сырье и будем обогащать его либо в России, либо в Китае, потому что у них технологии, они ядерные державы. Но мы можем сосредоточить у себя технологии по, например, производству ТВС, тепловыделяющих сборок. Вот, кстати, Алмасадам Майдан сказал, что мы будем производить ТВС в Казахстане. ТВС — это вот такие маленькие таблетки, они 5 граммов весят. Вот этот, ну, штиль назовем его, да, он погружается в реактор, у него вот эти таблетки маленькие, и вот он 1,5-2 года работает. Вы один раз загрузили атомную станцию, она 1,5-2 года на этом работает. Вот эти технологии по производству и сборке ТВС в Казахстане освоят, это будет супер. Это уже прорыв для Казахстана. Мы, понятно, что можем... Но сейчас не умеют так делать. Это, то есть, нет, сейчас есть Ульбинский завод, он сейчас работает в кооперации там, с Россией и с Китаем, он какие-то вещи делает, но опять-таки это же не полный цикл. То есть если мы говорим, что мы хотим стать атомной державой, то это все нужно сосредоточить в Казахстане. По строительству, да, по вот этому долгому сроку, он, конечно, пугает всех. Это неизвестность. Мы никогда не строили такие большие объекты, там какие-то крупные проекты в нефтянке, это все равно строили американцы и европейцы, нужно понимать, да, это не мы делали. И хорошо, что есть компания, которая готова взять на себя все эти риски. Росатом возьмет эти риски на себя. Естественно, Казахстан будет помогать там в кооперации в плане там рабочей силы, производства оборудования и так далее. И все под этой эгидой будет строиться. Хорошо, что это будет строить компания, у которой есть опыт, а не мы сами. Это нужно понимать очевидно. Потому что тот тезис, который есть у вот этих противников АЭС, там нет АЭС хэштег, да, он же довольно прост. Они показывают дорогу, вот так ее там асфальт рукой. Мы дорогу не можем построить. Да, они говорят, а какой АЭС вы да, говорите? они говорят, вот смотрите, я рукой этот асфальт поднимаю. Какой АЭС, если вы дорогу не можете построить? Поэтому очень важно подчеркнуть, что строит консорциум, строит компания, которая имеет опыт, а мы там, ну, как бы помогаем им. Это очень правильно, потому что это, ну, действительно важно. И плюс нужно понимать, что есть МАГАТЭ, это международная структура, Международное агентство по атомной энергии. Они будут контролировать практически там все этапы. Кто производит, какой бетон там заливается, какие технологии применяются. То есть это там несколько уровней безопасности. Вот реакторы поколения 3+, они выдерживают 9-бальное землетрясение, они выдерживают падение Боинга там, пассажирского в сам реактор. То есть настолько там это защищено. И для этого всего есть куча степеней там защиты, в том числе там мониторинга со стороны МАГАТЭ и так далее. То есть это все происходит под надзором. Здесь каких-то рисков того, что вот мы не можем построить дорогу, а замахнулись на АЭС, не должно быть. Наоборот, это хорошо, что строит компания, у которой есть опыт. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Спасибо, что пришли к ним. Спасибо вам. Еще раз поздравляю Казахстан, поздравляю Росатом. Я думаю, что мы должны стать лидерами в Центральной Азии по атомной промышленности. У нас есть для этого запасы, специалисты. И я думаю, что это большой драйвер для развития нашей экономики. А у нас на этом все. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мы все читаем. До скорого.